Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 35 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня и не только. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, можете звонить по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. А этот блок я бы хотела начать со следующего информационного сообщения. Задержанный в Грузии бывший президент этой страны, а ныне гражданин Украины, Михаил Саакашвили заявил, что намерен прекратить голодовку лишь тогда, когда его и арестованных из-за него людей освободят из-под стражи. Об этом говорится в письме Саакашвили, обнародованном на его странице Facebook 5 октября, то есть сегодня. Кроме того, обнародовано его письмо в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Я предлагаю послушать квинтэссенцию письма Саакашвили. Я объявил голодовку и хочу, чтобы вы знали, я не остановлю ее ни при каких обстоятельствах, пока я и люди, арестованные из-за меня, не будут освобождены. Я люблю жизнь, но это голодание продлится до конца моей жизни. Я не хочу расстраивать мою семью и близких, но я заранее отказываюсь от медицинской помощи в случае потери сознания и любого медицинского вмешательства. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи. В Госдепартаменте США заявили, что следят за ситуацией вокруг задержания Михаила Саакашвили и призвали грузинские власти обеспечить справедливое обращение с ним. Об этом заявил на пресс-брифинге представитель Госдепа США Нед Прайс. Вот что он сказал. Ми знаємо про затримання пана Саакашвілі і дуже уважно стежимо за розвитком подій. Ми закликаємо грузинську владу забезпечити справедливе поводження з Саакашвілі відповідно до законодавства Грузії та міжнародних зобов'язань та її зобов'язань щодо прав людини. С нами сейчас на прямой связи политолог пан Володимир Фасенко. Пане Володимире, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Пане Володимире, зачем, на ваш взгляд, Саакашвили поехал в Грузию? Разве он не знал, что может быть задержан? Нет, он был уверен, что риск задержания и ареста, и, возможно, тюремного заключения очень высок. И, собственно, это видно из его видеообращения, которое он записал перед этой поездкой. Он очень четко осознавал этот риск, но для него гораздо важнее было все-таки вернуться на родину. Хотя сейчас он гражданин Украины, но он никогда не забывал про Грузию. Мне кажется, что последние годы он разрывался между двумя странами, между Украиной и Грузией. И как только в Грузии происходили выборы или возникали конфликты между властью и оппозицией, он переключал свое внимание на Грузию. Надо понимать, что у Саакашвили темперамент революционера. Он не может жить спокойной политической жизнью. Ему нужна борьба, нужна схватка. Вот я думаю, что он понимал, что, наверное, в Украине у него все-таки нет какой-то большой политической перспективы, а вот в Грузии его товарищи оказались в сложной ситуации. Им надо было помочь, надо было взбудоражить политическую ситуацию. Поэтому он стоял перед выбором: тюрьма или революция. Сделал выбор в пользу революции. А вот сработает ли этот сценарий? Удастся ли партии Саакашвили поднять массовый протест, в том числе за освобождение Саакашвили? Вот это мы узнаем в ближайшие дни. Ну вот, кстати, по поводу революции. Что это за избирательный процесс сейчас в Грузии? Мы знаем, что там прошли местные выборы. И почему они так важны для партии, которую олицетворяет Михаил Саакашвили? Эти выборы были важны не только для партии Саакашвили, для всей грузинской оппозиции. То есть это не только противостояние Саакашвили и его партии с нынешней грузинской властью, это противостояние между нынешними грузинскими властями и оппозиционными силами различными.
Хотя самой большой, самой влиятельной, самой популярной оппозиционной силой, конечно, является партия Саакашвили. Но вот почему эти выборы были так важны? Дело в том, что после парламентских выборов в Грузии была сложная политическая ситуация. Периодически возникали конфликты, очень острые конфликты между властью и оппозицией. И пришлось даже вмешиваться руководителям Евросоюза. Глава Европейского Союза, пан Мишель, был посредником в переговорах между властью и оппозицией. И были достигнуты такие договоренности, что если на местных выборах правящая партия наберет меньше 43%, то тогда должны состояться досрочные парламентские выборы. Правда, затем грузинские власти отказались от этих договоренностей, сказали, что они не будут проводить досрочные выборы. Тем не менее, вот эти местные выборы рассматривались как шанс на досрочные парламентские выборы, рассматривались оппозицией. Да. К сожалению, для оппозиции им не хватило немножко, чтобы выйти вот на результат требуемый. Правящая партия получила около 46-47%. Но в любом случае тут не цифры важны. Сейчас вот речь будет идти о схватке на улице, противостоянии на улице. И многое будет зависеть от того, пойдет грузинская власть на какие-то уступки, на какие-то компромиссы или нет. Можем ли мы говорить, что Михаил Саакашвили остается этим важнейшим лидером той партии, которую он олицетворял, и что народ выйдет за Саакашвили и каким-то образом поспособствует его освобождению? Будем реалистами. В Грузии все-таки по-разному относятся к Саакашвили. Есть как его сторонники, так и его противники. И в частности, было определенное разочарование после второго срока президентства Саакашвили. Именно поэтому его партия проиграла парламентские выборы. И вот к власти пришла грузинская мечта, патронируемая и тогда возглавляемая главным грузинским олигархом Иванишвили. Но все-таки Саакашвили остается самым известным, самым влиятельным и самым популярным оппозиционным политиком Грузии. Другое дело, что вот последние 8 лет, он фактически 7-8 лет, он больше был связан с Украиной. Он не был в Грузии 8 лет и больше был заметен именно в украинской политике. Кстати, отмечу уникальный факт. Я просто другой такой ситуации не знаю в современной европейской политике, когда бы один человек был влиятельной политической фигурой одновременно в двух странах, как Саакашвили, и в Украине, и в Грузии. И Саакашвили понял, что сейчас оппозиция в Грузии переживает сложные времена, ей не хватает яркого, харизматичного лидера, и, возможно, поэтому она и проигрывала на выборах, и не только. Поэтому он сейчас попытался вернуться не просто в Грузию, в грузинскую политику, стать знаменем для оппозиции, символом борьбы, даже ценой потери свободы. Так что это такой отчаянный, но и очень ответственный поступок со стороны Саакашвили. И другое дело, что и риск огромный. Он может остаться в тюрьме. И нынешняя ситуация с Саакашвили мне чем-то напоминает историю, которая у нас была в свое время. Я имею в виду тюремное осуждение Юлии Тимошенко, Юрия Луценко. Вот мы такое переживали. Поэтому для Саакашвили, конечно, тоже существует такие риски. В своем письме, опубликованном на странице Facebook, Саакашвили написал о том, что он является узником Путина. Что это означает? И можем ли мы говорить о том, что нынешнее руководство Грузии, Иванишвили в том числе, это сателлиты Москвы? Это было бы явным преувеличением. Я думаю, что вот эта формула личный узник Путина — это определенная гипербола, такая публицистическая метафора, сознательное преувеличение. Мне кажется, что Саакашвили, это было ведь обращение к Зеленскому, он хотел провести параллель. Зеленский с первых месяцев своего президентства боролся за освобождение украинских политзаключенных, которые находились в тюрьмах Кремля, в том числе и крымских татар. Да. И не сразу, но эта борьба дала свой эффект. Был обмен, и удалось вернуть и наших моряков, и украинцев, и крымских татар, которые находились
находились в российских тюрьмах, удалось вернуть в Украину. Вот я думаю, что Саакашвили намекает на эту параллель, что надо бороться за его освобождение. Но украинские власти сразу же, практически в первый день после его задержания, заявили, что они будут бороться за возвращение в Украину украинского гражданина Михаила Саакашвили. Здесь Зеленский проявляет принципиальность. Что касается грузинского руководства, понимаете, в чем тут парадокс? Грузинское руководство, нынешнее грузинское руководство, оно не отказалось от европейской интеграции, от курса на вступление в НАТО, но есть определенные авторитарные тенденции в ее деятельности. Есть конфликт с предыдущим руководством, вот с партией Саакашвили. И похоже, что и для Иванишвили, и для нынешних грузинских руководителей Саакашвили главный враг. Такой, знаете, принципиальный враг, которого они хотят показательно, демонстративно наказать. И в этом главная проблема. И это, кстати, может осложнить ситуацию с европейской и евроатлантической интеграцией Грузии, потому что, конечно же, нынешний конфликт и с оппозицией, и вот задержание, и возможно конечно, создаст проблемы в отношениях между Западом и Грузией. А как это может отразиться на украино-грузинских отношениях, наших взаимоотношениях? Потому что у нас же есть все равно какие-то альянсы, в том числе и с Грузией, это ГУАМ и другие альянсы, которые мы планируем создавать с Грузией, с которой мы сотрудничаем в плане евроинтеграции, североатлантической интеграции и так далее. Как это все может повлиять на эти все процессы? Действительно, здесь ситуация противоречивая. С одной стороны, не обращая внимания, даже принимая во внимание нынешние проблемы, связанные вот с задержанием Саакашвили, учитывая, что грузинские власти еще со времен Порошенко очень ревниво, очень критично реагировали на деятельность Саакашвили в Украине. Тем не менее, вот два наших народа очень много связывает, очень много. Есть совместные стратегические цели, геополитические интересы совместные. Нас объединяет стремление вступить в Евросоюз и НАТО. Оба народа и большинство политиков наших стран относятся очень положительно друг к другу. Вот это то, что нас объединяет. Я думаю, это нас будет объединять и дальше. Но вот в случае с Саакашвили, конечно, и вокруг Саакашвили, учитывая вот и нынешнюю ситуацию с его задержанием, конечно же, возникает напряжение в двусторонних отношениях. Это может привести, как показывал опыт предыдущий, к некоторому охлаждению. Я не думаю, что здесь будут какие-то острые конфликты. Но, естественно, это проблема в двусторонних отношениях и такое дополнительное напряжение. Еще одна проблема. Я боюсь, что это может несколько усложнить реализацию совместных внешнеполитических целей. Вот вы упомянули о том, что нас объединяет сотрудничество в ряде форматов. И это не только ГУАМ. Сейчас гораздо большее значение имеет ассоциированный трио. Три страны, Украина, Грузия и Молдова, имеют соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Да. В конце года должен быть саммит Европейского Восточного партнерства Союза. И три страны, конечно же, очень надеются, что они, в конце концов, получат согласие Европейского Союза на перспективу членства в ЕС. Ну а вот нынешняя ситуация вокруг Саакашвили, она может несколько усложнить вот эту ситуацию с восточным партнерством и несколько деформировать и подготовку к саммиту восточного партнерства, и вопросы, которые там будут обсуждать. Вместо того, чтобы совместно обсуждать, каким образом три страны будут дальше интегрироваться в Европейский Союз, я думаю, что будет скорее критика в адрес Грузии, и это может несколько деформировать повестку дня этого саммита. Но в любом случае, я думаю, что вопрос о Саакашвили — это маркер демократии, свободах, демократических правах и свободах в Грузии. А это очень важно для европейской интеграции Грузии.
Вместе с этим у нас сейчас довольно непростые и напряженные взаимоотношения с еще одной страной Европейского Союза и страна-член Североатлантического альянса. Это Венгрия в связи с заключенным ею контрактом с «Газпромом» о транзите газа в обход Украины через турецкий поток. Пане Володимире, в данном случае, как вы думаете, руководствовалась ли Венгрия исключительно экономическими, энергетическими интересами, или же здесь превалируют, возможно, даже политические аспекты, и она в большей степени подыгрывала Кремлю, когда заключала это соглашение? Для ответа на ваш вопрос я проведу очень показательную параллель с Германией. Вот Германия, которая согласилась и на Северный поток-1, потом на Северный поток-2, прежде всего экономическими интересами. Германии было выгодно, немецкому бизнесу было выгодно покупать относительно дешевый российский газ, хотя даже в Германии много критики по поводу этого проекта. У венгров, думаю, доминирует, вернее даже не у венгров и не у Венгрии, а у правительства Орбана доминируют прежде всего политические интересы. С одной стороны, там есть, конечно, и экономическая выгода, потому что Россия в таких проектах, она дает скидку своим партнерам. Это надо также принимать во внимание. Но почему все-таки доминирует политика? Потому что, во-первых, у Орбана свои особые отношения с Путиным. И Орбан уже давно показывает себя как одного из самых таких пропутинских политиков в Европейском Союзе, к сожалению. С другой стороны, есть игра, связанная с Украиной. Орбан пытается шантажировать Украину. Речь идет о получении некого особого статуса для венгерской общины в Закарпатье. Но мы уже обожглись с этой ситуацией. И мы не можем пойти на уступки Венгрии. Фактически то, что предлагает правительство Орбана, не прямо, косвенно, но это означает не просто особый статус венгерского меньшинства. По сути, это будет неофициальная автономия Венгрии. Но не просто автономия, а по сути Венгрия будет управлять меньшинством венгерским, которое проживает на территории Украины. Это ограничение украинского суверенитета, это для нас неприемлемо. Но шантаж такой происходит. И нас пытались шантажировать и по линии НАТО, блокируя проведение саммитов Украина-НАТО. И вот теперь новый элемент шантажа и давления на Украину, вот это газовая сделка. Но это не поможет Орбану. Наоборот, это, к сожалению, но только усложнит и обострит отношения между Украиной и Венгрией. Поэтому эта тактика очень контрпродуктивная, на мой взгляд. И, к сожалению, Венгрия стала слабым звеном в Европейском Союзе с точки зрения реализации именно путинской стратегии. В данном случае, как далеко можем мы зайти в конфликте с Венгрией и во что это все может вылиться? В вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс у нас довольно и так непростые сейчас связи с НАТО, и так нет компромисса в вопросе предоставления нам ПДЧ. Если еще с Венгрией обостряется ситуация, то можем ли мы говорить о том, что вопрос вступления Украины в НАТО отдаляется еще? Понимаете, в чем тут проблема? Дело ведь не только в Венгрии. Если мы говорим о ПДЧ, то здесь гораздо сильнее влияет позиция Германии и Франции. Гораздо сильнее. Так что тут проблема не только в Венгрии. Проблема и напряжение в отношениях с Венгрией возникло не сейчас, а возникло еще несколько лет назад, еще в период президентства Порошенко. Здесь, скажем так, катализатором стал закон об образовании, который был принят в Украине. Венгры на него очень обиделись. Хотя о чем шла речь? Не о запрете венгерского языка, не о каких-то ущемлениях. Нет. Норма о том, что надо изучать и проводить образование на украинском языке. Проблема венгерских районов Закарпатья, там практически не используется государственный язык Украины.
Это ненормально. Это, ну, если мы будем сравнивать с европейскими странами, нигде такого нет. Но Венгрия вот настойчиво настаивала, чтобы не было никаких изменений, чтобы фактически это был такой анклав, изолированный от всей остальной Украины. Это, естественно, неприемлемо для нашей страны. Но с тех пор вот уже около 5 лет есть напряжение. При президентстве Зеленского была попытка снять напряжение, найти разумные компромиссы, и дипломатические контакты между двумя странами интенсифицировались. Но, к сожалению, вот Орбан через свои особые отношения с Путиным опять решил пошантажировать Украину. Поэтому здесь проблема не в нас, а в Венгрии. И эту проблему должны решать не мы, а наши западные партнеры, в том числе в НАТО. Вот, кстати, про наших западных партнеров. Украина уже обратилась в Еврокомиссию, чтобы те дали оценку этому контракту. Как вы думаете, в данном случае насколько сыграет принцип солидарности Европейского Союза? Потому что прецедент уже был с опалом. Какова вероятность того, что Еврокомиссия станет на сторону Украины? Ну, вопрос открытый. Я бы здесь не делал каких-то однозначных прогнозов. Я приведу другой пример с Венгрией. Это уже не первая история, и дело ведь не только в нас. Венгрия уже давно головная боль для Брюсселя, для Европейской комиссии, ну и для всех других институций Европейского Союза. Потому что Венгрия нарушает целый ряд стандартов Европейского Союза, периодически входит в конфликты с руководством Евросоюза по правилам и процедурам, а также принципам Европейского Союза. Это касается в том числе и демократических стандартов. Так что тут проблема не только в нас. Европейский Союз, я думаю, попытается повлиять на эту ситуацию. Однако, вот если мы говорим именно о ситуации в энергетике, то, к великому сожалению, и нынешний еврокомиссар по энергетике, и ряд других влиятельных фигур и влиятельных стран в Европейском Союзе по вопросам энергетики, а также учитывая нынешнее просто катастрофическое состояние на газовых рынках, там просто сейчас такая лихорадка. Да. И это просто кошмарный сон, а точнее кошмарная реальность для Европы. Цены уже там приближаются к $1500 за кубометр. Никогда такого не было. Это просто какой-то абсурдный ажиотаж. Но тем не менее это новая реальность. И, к сожалению, это будет сдерживать европейских чиновников и руководителей Евросоюза от каких-то жестких мер и жестких действий против Венгрии. Это надо понимать. Мы не можем, как и с Северным потоком, так вот и с этим проектом мы не можем его остановить. Но мы должны договариваться с Европейским Союзом о том, чтобы они принимали во внимание и наши интересы, и соблюдали собственные правила по энергетической политике. А будут ли какие-то все же меры в отношении России, которая искусственно создала этот дефицит газа на территории Европейского Союза? Вы действительно отметили, что сейчас за 1000 кубометров просто баснословные деньги, там чуть ли не уже не $1500, а до этого, когда было заключено это соглашение между Германией и Соединенными Штатами, там было прописано то, что в случае, если Россия будет использовать газ как политическое оружие, те будут предпринимать какие-то действия. Но разве то, что происходит сейчас с искусственным созданием дефицита газа и этих цен, это не использование газа как политическое оружие? Ну, мы считаем это шантажом и использованием газа как политического оружия. Но, к сожалению, не все европейские политики так считают. Тем более Россия говорит, ну вот сейчас возникла такая ситуация, нам самим газа не хватает. То есть вот в чем тут проблема? Когда мы говорим вот об этом обещании, которое дали Меркель и Байден о санкциях, если в ответ на шантаж России, то сейчас очевидно, надо конкретизировать этот пункт. А что считать газовой войной? Что считать поводом, что может стать поводом для санкций? Я думаю, вот эту ситуацию надо обязательно обговорить на ближайшем заседании, которое должно состояться уже в ближайшее время, комиссии по стратегическому партнерству между США и Украиной.
Когда появится новое руководство Германии, новое правительство, новый канцлер, я думаю, что с ними тоже надо будет обсудить эту ситуацию. Но на сегодня, скорее всего, Европа будет реагировать не столько путем санкций, хотя кто знает, может быть и к этому они придут, но они, скорее всего, будут искать другие источники решения газовой проблемы. В том числе это закупки сжиженного газа из стран Ближнего Востока, из Соединенных Штатов. Надо будет строить терминалы для сжиженного газа, для его приема. Это уже сделали некоторые восточноевропейские страны, вот Польша, Литва. Я думаю, что надо двигаться этим путем для того, чтобы уменьшить влияние России. Ну и снижение будут так или иначе снижать потребление газа. Это, я думаю, что нынешняя ситуация только усилит эту тенденцию. Вы упомянули Германию. Как известно, там прошли парламентские выборы в Бундестаг, и пока непонятно, какая будет коалиция, к кому примкнут зеленые, либералы, демократы. Но, тем не менее, говорят о том, что высока вероятность того, что новым канцлером Германии станет лидер СДПН Олаф Шольц. Что это будет означать для Украины? И с приходом нового канцлера в Германии будет ли изменен внешнеполитический курс Германии в отношении Украины или возможны какие-то тектонические изменения в нормандском формате? Нет, я не ожидаю каких-то кардинальных изменений внешнеполитического курса Германии. Вот что возможно и где может быть вызов для нас и определенная проблема, это некоторая активизация на российском направлении. Социал-демократы склонны к такой активной, конструктивной, как они говорят, политике в отношениях с Россией. Вот здесь может быть определенная проблема. Но, вы правильно сказали, это будет коалиция. И если канцлером станет глава социал-демократической партии, то тогда с высокой вероятностью министром иностранных дел станет представитель партии «Зеленых». Потому что это вторая по численности партия в правительстве, ну и в коалиции. Правда, конечно, есть варианты, что, может быть, лидер «Зеленых» возьмет для себя другой пост. Там не министра иностранных дел, а министра финансов или вице-премьера. Но по практике очень велика вероятность, что вот как раз представитель второй партии коалиции может стать главой внешнеполитического ведомства. И во внешней политике, а это касается санкций, переговоров на Донбассе, по Донбассу, отношений с Украиной, с Россией, это должна быть совместная политика. Не будет проводить внешнюю политику нового правительства только канцлер. Это должна быть согласованная политика. Поэтому я думаю, что принципиальных изменений не произойдет. И зеленые, скорее всего, будут в коалиции, и они будут уравновешивать вот это стремление социал-демократов активизировать отношения с Россией. Про Украину не забудут. Но и мы не должны забывать, не должны давать им забыть про наши интересы. Постоянно напоминать о ситуации, связанной с энергетикой, об обещаниях, которые давала Ангела Меркель, и о рисках, связанных с Россией. Поэтому мы не должны ждать, какой будет политика нового правительства. Мы должны активно работать сейчас в контактах с лидерами ведущих німецьких партій для того, щоб продвигати наші інтереси в Германії. Дякую дуже, пане Володимире. Чухсаглно, що нашли время і підключились к нам в ефір. Володимир Фасенко, український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента, був з нами на прямому зв'язку. А тем временем Украина считает, что Северный поток-2 и военная безопасность Украины и ситуация на Донбассе – это непосредственно связанные вопросы, поэтому они должны непременно подниматься на встрече 4 лидеров в нормандском формате. Об этом заявил министр иностранных дел України Дмитрий Кулеба. Вот его цитата. Зараз переговори в нормандському форматі ведуться виключно на рівні радників-лідерів. Після візитів Меркель в Москву і Київ відбулося 2 раунди консультацій, 2 відеоконференції. Тема газу на них не обговорювалася, але вона безпосередньо тисне зовні на учасників переговорів. Україна вважає, що Північний потік-2 і військова безпека України, ситуація на сході України – це безпосередньо пов'язані питання. Тому ми виступаємо за ув'язку цих питань і їх обговорення. Датское энергетическое агентство одобрило введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Немецкий энергетический регулятор попросил швейцарскую компанию предоставить гарантии, что этот газопровод соответствует нормам Европейского Союза.
Федеральне мережеве агентство сьогодні попросило Nord Stream 2 AG надати інформацію та у разі необхідності докази того, що всі нормативні вимоги будуть виконані в контексті експлуатації газопроводу. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Геннадію, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Витаю вас, да. Александр Васильевич. Пане Геннадию, все это время, пока строили Северный поток-2, прокладывали трубы под Балтийским морем, мы обсуждали и говорили о том, что будет, как будет, запустят, не запустят. Так вот, Северный поток-2 достроили, и более того, датское энергетическое агентство уже одобрило введение его в эксплуатацию, уже начинается сертификация, и вот вчера уже сказали, что даже начали пускать газ через Северный поток-2. Что дальше? Дальше будет по меньшей мере полгода сертификации. Это достаточно длительный процесс. Он осуществляется немецким регулятором. Затем немецкий регулятор должен будет передать выводы профильному министерству федеральному. А поскольку этот трубопровод, его сухопутное продолжение идет не только через Германию, но и через другие страны Европейского Союза, то профильное министерство должно будет согласовать свои выводы с европейским регулятором, то есть Европейской комиссией в данном случае. И, скорее всего, Европейская комиссия запросит ряд дополнительных документов, поскольку польская сторона эти заявки на такие документы уже, насколько мне известно, предоставила. Следовательно, это 4 месяца сертификации немецкой, плюс 2 месяца сертификации профильным министерством, плюс еще наверняка где-то месяц, а может быть и 2, все это дело будет находиться в Европейской комиссии. То есть формально Северный поток-2 запустится не ранее, чем через 6 месяцев. Но кроме этой формальности существуют еще так называемые тестовые испытания, которые сейчас уже начинаются и которые идут параллельно с этой сертификацией. И в рамках этих тестовых испытаний будет проверяться надежность, работоспособность трубопровода. И понятно, что в ходе этих тестовых испытаний определенные объемы газа будут поданы до потребителей. А поскольку эти тестовые испытания они предусматривают и полную загрузку трубы, и быстрое регулирование этой загрузки, то думаю, что до конца года европейские потребители получат несколько миллиардов кубометров газа в рамках вот этих самых тестовых испытаний при еще не запущенном официально Северном потоке-2. Что теперь завершение строительства Северного потока и его эксплуатация означает для Украины? Означает ли это, что после 2024 года транзит в Европу через украинскую ГТС полностью прекратится? Ну, полностью прекратится вряд ли. Поскольку есть заинтересованные потребители в Европе, которых устраивает украинский маршрут. Но для того, чтобы эту заинтересованность поддержать, следовало бы, на мой взгляд, привлечь к управлению газотранспортной системой Украины кого-то из больших европейских партнеров, больших энергетических компаний, которые непосредственно заинтересованы в сохранении транзита через Украину. Эти предложения звучали неоднократно. Пускай мы не называем это все консорциумом, а там совместным управлением или совместной эксплуатацией. Однако, на мой взгляд, без такого привлечения европейских партнеров у нас не удастся, Украине не удастся согласовать следующий контракт, особенно если учесть вот достаточно напряженные отношения не только Украины и России, но и руководителей «Нефтегаза» и «Газпрома». Вместе с этим глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко говорит о том, что
остановка «Газпромом» транзита газа в Венгрию через Украину должна повлечь за собой санкции против «Северного потока-2». Как вы оцениваете это заявление? Насколько это реально? Насколько мне известно, полной остановки транзита нет. Во всяком случае, показатели газокомпрессорной станции в Берегово, они ни разу не обнулялись. Хотя и представитель оператора газотранспортной системы Украины утверждает, что это некие реверсные потоки, да, некие потоки газа из подземных газовых хранилищ. Однако даже в договоре между Венгрией и, между венгерским оператором и российским «Газпромом» нет пункта о том, что транзит через Украину будет прекращен. Перераспределение объемов есть, но через Берегово сохраняются определенные объемы транзита. В каких объемах? Я не знаю сейчас. То есть это нужно следить за статистическими данными. Пока что эта статистика не указывает на полное прекращение транзита через территорию Украины. Что касается заявления господина Витренко, он имеет право делать такие заявления, хотя чем дальше, тем больше руководителей и оператора газотранспортной системы, и НАК «Нефтегаз Украины» превращаются из менеджеров в политиков, что, на мой взгляд, недопустимо. Однако есть статья 274 соглашения об ассоциации с ЕС, и в ней говорится, что любые изменения в поставках должны обсуждаться, то есть с украинской стороной должны консультироваться по этому вопросу. Насколько мне известно, с украинской стороной никто не консультировался в рамках этой статьи, поэтому есть полное право Министерства иностранных дел обратиться к европейским структурам ЕС с просьбой разъяснить, во-первых, соответствует ли контракт между венгерским и российским оператором нормам и правилам Европейского Союза и тем требованиям, которые выдвигаются директивой газовой. И второе, попросить, опять же, обратиться туда же с просьбой объяснить, почему не были соблюдены требования статьи 274 соглашения об ассоциации Украины с ЕС. И, пане Геннадию, у нас буквально полторы минутки до завершения нашего эфира. Что Украина все же теряет от остановки транзита газа в Венгрию через Украину? Где здесь экономика? Если полностью будет прекращен этот транзит, что достаточно удивительно будет выглядеть, то потери должны составить где-то порядка 3,5 миллиардов кубометров в год. Это существенная сумма? И соответствующие поступления от транзита этих объемов. Насколько существенная сумма, тут нужно обращаться непосредственно к оператору газотранспортной системы Украины. Однако у нас между «Нефтегазом» и «Газпромом» существует контракт на условиях «качай или плати». Поэтому, если, допустим, эти 3,5 миллиарда кубометров не будут идти в Венгрию, то они должны идти к какому-то другому потребителю, иначе «Газпром» будет вынужден платить за несуществующий транзит. И вряд ли российский монополист на это пойдет, потому что доходы от экспорта энергоносителей – это почти половина федерального бюджета Российской Федерации. Дякую дуже, пане Геннадію. Чохсагну, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Геннадій Рябцев був з нами на прямому зв'язку, експерт з енергетичних питань.
А я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться. Вы не переключайтесь, оставайтесь с первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через несколько секунд эфир телеканала продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. А после в этой студии вас поприветствует мой коллега в программе «Прайм» Айдер Муждабаев. А с вами мы завтра увидимся уже. Корушкенджи, сайгла достлар, яран Аллах смете Корушкенджи.